Пока автобусных маршрутов из Троицка-Печорска в сторону Сосногорска, Ухты и обратно явно недостаточно. Население средней части Коми все чаще перемещается на такси. При этом действующие рейсы по железной дороге остаются невостребованными. Ведь путь в таком случае значительно удлиняется по времени, а это не всегда на руку пассажирам. Стало быть, вопрос о ежедневном движении автобусов по этому маршруту давно назрел, отмечают в Минпроме. Но для того, чтобы ее обеспечить, с учетом того, что автобусы менее конкурентны, чем такси, необходимо бюджетное субсидирование. Соответственно, у нас источником бюджетного субсидирования, мы посоветовались, по сути, с населением всех 3 районов, мы предложили как вариант, это часть финансирования перенести с финансирования пригородных железнодорожных перевозок на автобусное сообщение. Перенос части средств позволит организовать те самые ежедневные автобусные рейсы. А самое главное, решит вопрос с перевозкой той части населения, которая пользуется социальными проездными билетами. Ведь на такси льготный проезд для этих категорий невозможен. Извозчики, конечно, выдают билеты, причем автобусного образца, но фактически они не имеют какой-либо юридической силы. Вот я специально при поездке в Троицко-Печорск поехал на такси из Троицко-Печорска в Сосногорск. Вот он выдал такой билет, где написано «автобус», что не соответствует действительности. Тут есть и кто выдал, но этот автобусный билет, он может быть сдан в командировочном, в качестве отчета за командировочное, но при проверке может привести, что работнику эти деньги просто не оплатят. Второй проблемой являются социальные проездные билеты. Как отмечает начальник управления транспорта Минпрома Владимир Котов, ведомство постаралось максимально изучить вопрос и охватить как можно большее число потенциальных пассажиров всех 3 районов. В каждом из них, а также в транзитных поселениях, прошли общественные слушания. Все вопросы и пожелания жителей в Минпроме обещают обязательно учесть. Так жители Вайвожи настаивали на бронировании мест на промежуточных остановках. Зачастую, как говорили они, автобус идет полным сразу уже с конечного пункта. И сесть в него ни жители самого Вайвожа, ни соседнего Верхнеижемского уже не могут. А это значит, что не смогут они и попасть в больницу или госучреждение. Если не будет и какой-то диспетчерской службы, то, соответственно, промежуточные поселки останутся просто без мест. И если будет транспорт маленький, то, конечно, опять же, то есть той потребности, которая сегодня существует, он просто не обеспечит. Сегодня в Минпроме отмечают, возможность бронирования мест обязательно будет. Тем более, что практика приобретения электронных билетов на подобных маршрутах в республике уже есть. В ближайшее время информацию министерство будет доводить до перевозчиков для того, чтобы провести аукцион с максимальным количеством заинтересованных участников. Ведь чем больше будет предложений, тем более выгодными могут стать условия для перевозки пассажиров. Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.